Доброе утро, друзья! Мы 7 часов 42 минуты в городе Благовещенске. Сегодня у нас в гостях победительница первого отборочного тура специального областного детского караоке-конкурса «Звездочка» Таня Сысоева вместе со своей мамой Оксаной Сысоевой. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Загорающаяся наша звездочка, прекрасная Танюша. Ну как ты? Как твое настроение прежде всего? Нормально. Хорошая, бодрая, улыбаешься, такая красивая. Я не сомневаюсь. Да, Таня, ответь на каверзный вопрос. Сколько тебе лет? 8. Уже 8? А выглядишь-то на все 9, а? Так, хорошо, рассказывай. Как в свои юные года к тебе пришла мысль поучаствовать в этом конкурсе? Или все-таки мама настояла? Мама настояла? Ну, рассказывайте, как это было? Как быстро вы подали заявку? И почему решили поучаствовать? За 2 дня до конкурса нам один знакомый в вашей студии сказал, что проходит караоке-конкурс. Мы спонтанно собираемся, пишем заявочку и подаем на участие. За день до конкурса учили песню. Ох! Вот это да. Поподробнее, что за песня была? Да. Танюша, что за песню ты исполняла? Как вы ее выбрали, эту песню? Ну, про маму песня. Про маму? Про маму? Ну, про маму, это очень хорошо. Ну, а как выбрали, почему именно эта песня была? Ну, может быть, чуть-чуть по-другому история за день. Мы эту песню уже учили, только для бабушки на юбилей. У бабушки был юбилей, мы пела песню, там слова были с бабушкой, а за день просто мы переучили на слова мамочка. Все, вот бабушка, мамочка. Потому что ребенку очень трудно перестроиться с бабушкой на мамочку. Я согласен абсолютно, надо это, потому что, Танюша, как маленький совет, потом перестроишься на папочку, и вот универсальная песня у тебя будет, честное слово, сразу мама, бабушка, папа. А вообще, Танюш, скажи, тебе сложно было выступать? Нет. Не сложно? Не боялась? Ну, молодец. А вообще, вот мама, тогда вы скажите, вы, наверное, уже сумели оценить конкуренцию среди деток? Ну, детки все хорошо пели. Все хорошо. Только тогда что-то микрофоны, была проблема с микрофоном. Вообще. Это был первый раз, это не считается. Все дети молодцы, все хорошо пели. Но, тем не менее, это оказалось совсем не помеха для того, чтобы выйти в отборочный тур и оказаться первой. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Мы узнаем, что происходит не только в городе, но и его в окрестностях, в афише. А после этого вновь вернемся к нам в студию. Не забывайте задавать вопросы на сайте portamur.ru. Сегодня у нас в гостях победительница первого отборочного тура караоке конкурса «Звездочка» Таня Сысоева и ее мама Оксана. Оставайтесь с нами. Доброе утро. В Амурском областном краеведческом музее работает выставка «Великий реформатор», посвященная 150-летию со дня рождения Петра Столыпина. В экспозиции использованы подлинники и копии редких документов и фотографий из фондов Амурского областного краеведческого музея и Государственного архива Амурской области. Посетить выставку можно до 15 декабря. Цена билета для детей, студентов и пенсионеров 30 рублей, для взрослых 70. Совсем скоро, а именно 20 июля, Благовещенск с концертом посетит армянский певец Арменчик. Послушать зажигательные песни можно будет в Большом зале общественно-культурного центра. Начало в 19 часов. Цена билета от 2500 до 4000 рублей. Билеты еще есть. Сегодня зрители Первого областного канала смогут увидеть телеверсию детского караоке «Звездочка». Трансляция начнется в 13:25. Дети в возрасте от 6 до 17 лет могут подать заявку на участие в конкурсе до 17 августа. Все подробности размещены на сайте portamur.ru. Продолжаем беседу с нашими замечательными гостями. У нас сегодня Татьяна Сысоева, победительница первого отборочного тура детского караоке конкурса «Звездочка», а также ее мама Оксана Сысоева. Вновь говорим вам доброе утро, здравствуйте. Ну и вот у нас вопрос был посвящен интернет-голосованию. Да. Естественно, друзья мои, для тех, кто не в курсе, мы рассказываем чуть подробнее. Сначала детки спели у нас на сцене городского парка в субботу в 4 часа. После этого в интернет-голосование, в интернет-атмосферу все перенеслись, и как раз вот в этом отборочном туре все должны ставить какие-то определенные оценки понравившемуся исполнителю. Ну и народ выбрал Таню Сысоеву. Расскажите, пожалуйста, к Оксане, наверное, вопрос. Сколько людей вы привлекли? Сколько телефонных звонков вы сделали? Быстрей голосуй за девочку мою! Активно было? Достаточно, наверное, много. У нас есть на Украине знакомые. Я туда отправляла письмо с ссылкой, чтобы они долго не искали, чтобы голосовали за детей. Всем своим знакомым я по электронной почте отсылала. Чтобы все голосовали. Звонила, говорила. Всех, кого знают нас. Ну и вот, в принципе, результаты очень-очень хорошие. Это правильно, это хорошо. Группа поддержки оказалась, да?
я думаю, тебе только легко было выступать, когда знаешь, что за тобой такое большое количество родных и близких людей. Ну и следующий вопрос, Танюша. Да, это был отборочный тур. Скоро финал. И чем будем удивлять, Танюш? Может, какие-то планы есть? Смотри-ка, Таня не хочет раскрывать секреты. Это все правильно. Хорошо, тогда мы спросим у мамы. Мама раскроет нам тайны. Скажите, Оксана, что будет? Секрет. Секрет. То есть какая песня еще пока не выбирали, еще пока не смотрели? Есть. Так. Ну, не будем пока раскрывать свои планы. Помимо песен, будут ли какие-то еще танцы или какие-то еще? Возможно, какие-нибудь, может быть, цирковые. Это даже обязательно. Цирковые? У вас жизнь как-то связана с цирком? Конечно. Расскажите. Как? Цирковую студию занимаемся. Ой, очень У хорошо. нас знакомые занимаются в цирковой студии, уже есть свои дебютные номера. Поэтому Просто вполне жонгляж и эквилибристика, Ага. и одновременно с этим петь. Вот это великолепный Ты номер знаешь, подготовит да, нам скоро во Таня время Сысоева. Евровидения один из конкурсантов выполнил трюк с микрофоном в руке. Я думаю, Таня сможет побить этот трюк, и наверняка получится еще лучше и красивее. Ну что ж, Тань, мы тебе желаем удачи, естественно, победы, будем болеть за тебя. Обязательно. Таниша, большое спасибо. Друзья мои, сегодня у нас в гостях была Таня Сысоева и Оксана Сысоева, ее мама. Это, ну, можно сказать, победительницы, потому что все-таки мама постоянно сидит рядом, переживает за дочку. Все будет хорошо и отлично. Кстати, друзья мои, о прошедшем недавно туре детского караоке-конкурса «Звездочка» вы можете увидеть сегодня на Первом областном в 13:25.